Более миллиарда рублей отдали доверчивые жители Коми телефонным мошенникам. Такие данные за 2023 год привели сегодня на круглом столе в Госсовете. Каждый день полиция регистрирует в среднем по 12 подобных преступлений. При этом их раскрываемость не дотягивает и до 30%. Следы ведут за границу и чаще на Украину, где для обмана россиян созданы десятки колл-центров. На аферистов работают профессиональные психологи. Как противостоять такой угрозе и защитить свои деньги, расскажет Алексей Корчма. Если в стране бродят денежные знаки, значит должны быть люди, у которых их очень много. На свою голубую мечту Остап Бендер в нынешней России заработал бы за день. Но даже все его 400 сравнительно честных способов отъема денег меркнут перед смекалкой нынешних мошенников. Аферисты выстроили преступную индустрию. Люди теряют миллионы, и конца этому, похоже, нет. Вот свежий случай из сводок. В Ухте пенсионерке позвонил неизвестный и представился полицейским. Сообщил о попытках незаконных списаний с банковского счета. Аферист убедил женщину снять все сбережения и передать деньги его коллеге. В ближайшем отделении банка женщина обналичила около 5 миллионов рублей под предлогом покупки недвижимости для внучки. А позже передала эти деньги прибывшему к ее дому курьеру. Спустя время ухтинке позвонил уже якобы сотрудник банка и настоятельно порекомендовал остатки накоплений перевести на так называемую безопасную ячейку. Доверчивая пенсионерка так и поступила, перечислив по указанным реквизитам еще более миллиона рублей. Полиция потерпевшая рассказала, что подозрительные звонки начались в декабре. По всей видимости, аферисты знали о большой сумме на банковских счетах и просто выгадывали удобный момент. Вообще это проблема психологическая, то есть когда человек попадает в определенное психологическое свое состояние, то есть его что-то раздражает, не знаю, может он там, не знаю, плохо выспался, или у него какие-то в семье сложности, проблемы, значит, какие-то, даже может быть там зуб болит, грубо говоря, или какую-то операцию сделали, в этот момент, если ему начинают звонить и так далее, он просто не может переключиться от своей проблемы на то, что, значит, на то, что происходит, и просто его дальше эти товарищи мошенники, психологи, они дальше уже ведут, и люди иногда там по неделе находятся в зависимости от этих людей-мошенников. И чем больше мы будем рассказывать, чем больше мы будем доходить до каждого человека в своих действиях, да, значит, просто учить, как говорят психологи, просто учить, вот просто отключить телефон и просто досчитать до 10. По данным регионального МВД, за прошлый год рост преступлений такого рода в Коми составил почти 40%. Этот показатель выше, чем на северо-западе и в целом по стране. Причиненный ущерб более миллиарда рублей. Подавляющее большинство потерпевших – граждане старше 60 лет. Среди жертв аферистов – чиновники высокого ранга, нянечки детских садов, безработные, школьники. У нас работа уже, это идет не в первый год. В принципе, у нас все уже инструменты, грубо говоря, можно сказать, что работают уже, да. Но, соответственно, как я уже сказал, что мошенники, они же тоже не стоят на месте. И можно сказать, что они постоянно как бы совершенствуют свою деятельность и придумывают все новые и новые виды мошенничества. Соответственно, как бы вот в этом плане мы это все анализируем. Соответственно, также мы информируем, значит, Министерство Минцифры Республики Коми, значит, о видах мошенничества, чтобы также данная информация доводилась во всех средствах массовой информации до граждан Республики Коми. Как бороться с кибермошенниками обсуждали на круглом столе в Госсовете Коми. Сейчас в России рассматривают ряд инициатив на законодательном уровне. Например, защиту переводов на подозрительные счета. Не все люди могут сразу понять, что попали под действие мошенников. А так называемый двухдневный период охлаждения даст время оценить ситуацию, в случае чего отменить перевод. По инициативе МВД разработан законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности в отношении дроперов, подставных лиц, открывающих банковские счета и карты на свое имя для последующей легализации похищенных денег. При этом необходимо усиливать профилактику, сошлись во мнении участники круглого стола. О новых схемах аферистов и как с ними бороться должно звучать из каждого утюга. Звонили пару раз, но я знаю, что как их отличать, все такое. Как их отличать? Спрашивают данные, которые нельзя разглашать. Предлагают какие-то сомнительные акции. Введите свой номер карты, я сотрудник банка, у вас хотят списать деньги или на вас счет пытаются взять кредит. Ты откуда знаешь такую информацию, маленький еще? Я хожу на контиматику, нам там все рассказывают. Я тоже с ним хожу и тоже все знаю. Что нам надо делать, чтобы нас не обманули, чтобы наши денежки не украли? Ну, скорее всего, лучше просто скинуть или позвонить в полицию. Когда они звонят, мы вообще молчим.
Да, не говорим. И сразу трубку ложим. Любые мошенники, надо так, позвонили, сказал до свидания, повесил трубку, не разговаривал с незнакомым телефоном. Это я знаю. Это мы знаем. Так научились благодаря телевидению. Алексей Корчмалик, Костромин, телеканал Юрган.